Российских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Совет Международной Федерации Легкой Атлетики принял решение оставить в силе наложенную еще в прошлом году бессрочную дисквалификацию, связанную с допинговыми нарушениями. Речь о вероятно созданной в России системе сокрытия нарушений, связанных с применением запрещенных препаратов и методик. Предполагалось, что до Олимпиады, чтобы быть все-таки допущенной на турнир, Федерация легкой атлетики России должна выполнить ряд предъявленных ИААФ и ВАДА требований. За их реализацией следила специальная комиссия, созданная Международной Федерацией. Проверки к этой комиссии шли последние полгода. В итоге в отчете ВАДА о состоянии антидопинговой деятельности в российском спорте в минувшие полгода снова говорилось о многочисленных нарушениях вроде сокрытия положительных допинг-проб или игнорирования международного допинг-контроля, в том числе в легкой атлетике. Откровенно говоря, мы все-таки до последнего надеялись, что ИААФ примет положительное решение в сторону чистых спортсменов. И та работа, которая была за этот период проделана, особенно внеплановое тестирование, те вещи, которые требовала ИААФ за этот период, мы все выполняли. И для нас это, конечно, шок. И шок, в первую очередь, для тех людей, спортсменов, которые готовились, которые надеялись и которые верили до последнего, что мы поедем. Такое решение принято. Мы сейчас получим решение ИААФ, проанализируем, сделаем определенные выводы, поймем, где наши недоработки. Теоретически у отечественных легкоатлетов еще существует небольшой шанс вернуть право участвовать в бразильской Олимпиаде. Его можно добиться, обратившись в Международный спортивный арбитраж. Этот орган уже дал понять, что такая процедура еще возможна, но, скорее всего, Россия все же потеряла перед Олимпийскими играми вид спорта, который являлся самым надежным для нее поставщиком медалей. 4 года назад на Олимпиаде в Лондоне легкоатлеты завоевали треть. 8 из 24 золотых наград всей сборной России. Мне очень жаль, что и я, и все остальные чистые спортсмены оказались наказанными за то, чего не совершали. Я не устану повторять о том, что легкая атлетика – это индивидуальный вид спорта. И здесь мы прежде всего отвечаем сами за себя. Я не могу нести ответственность за своих коллег. Презумпцию невиновности никто не отменял. Складывается впечатление лишь одно, что они выбрали нашу страну как показательную. Понятно, что, в общем-то, мы крайне разочарованы решением ИААФ продлить отстранение всей нашей сборной по легкой атлетике. Это создание такой беспрецедентной ситуации, когда все спортсмены сборной одной страны отстраняются от Олимпиады. Поэтому, конечно же, вся подготовка атлетов, мечты молодых, взрослых атлетов, они, конечно, перечеркнуты этим решением. Будем работать дальше. Надеюсь, что Олимпийский комитет, возможно, и как-то скорректирует это решение. Не исключено, еще более неприятным выглядит тот факт, что вердикт Международной Федерации Легкой Атлетики создает опасный прецедент, грозящий катастрофическими последствиями для всего российского спорта. В мае президент Международного олимпийского комитета Томас Бах уже заявил о том, что высшей санкцией за систематические допинговые нарушения может стать отстранение от Олимпиады не только отдельно взятого вида спорта, но и всей олимпийской команды. На ближайшие дни в МОК назначено заседание, посвященное как раз вопросу коллективной ответственности. Впрочем, 21 июня МОК также может смягчить наказание и допустить отдельных чистых атлетов, но пока ситуация удручающая.